Мы продолжаем писать видео на тему Кромвель Светляк. Кромвель — это танк британской ветки. Довольно быстрый, скорость 64 км в час. Мы записали несколько видео, но около 10, наверное. Я не знаю, вот в каком порядке вот это видео вы будете просматривать из серии Кромвель Светляк. Но хочу сказать, что с нашей руки, с руки Тадархана, Кромвель как Светляк себя, в общем, показывает не самым лучшим образом. Другие наверняка это делают лучше, чем я, но вы можете посмотреть результаты свечения Кромвеля. Я пытался это сделать на разных картах, в городских условиях, в Химмельсдорфа, в условиях города Харькова, в условиях открытого пространства, степи, ну и в условиях таких вот горных массивов. И в данном случае мы сейчас посмотрим, как можно будет высвечивать здесь. Конечно, чтобы хорошо светить, надо знать, очень хорошо надо знать карту, ну, это надо быть профи. Но в данном случае мы не профи, мы, что называемся, только учимся, да. Но и тем не менее, то есть на нашем таком очень среднем уровне можно будет посмотреть, что и как, то есть как можно Кромвель использовать как танк, как светлячок. Если, конечно, карту знать хорошо и примерную тактику соперника, да, то тогда, конечно, высвечивать легко, но относительно легче. Почему? Потому что знаешь местность, можно где спрятаться, укрыться, избежать, допустим, чего-то, да, ну вот, допустим, сейчас он по мне стрелять будет, да, и вот тот сейчас сбоку стрелять будет, ну и мы-то назад откатимся. Надо будет, конечно, чтоб в хвост нам не попали и в гриву, чтоб нас... Да, вот сейчас, вот. Ну давай, ну вот. Это наш, который справа тоже светлячок, по сути. Так, ну, в данном случае, да, мы сейчас... Так, нас уничтожили, но мы попытались забрать у них тоже какое-то количество урона. У нас это плохо получилось. И тем не менее мы попытались высветить со светлячками. Мы как светлячки не очень хорошо у нас это получилось, но давайте мы теперь смотрим дальше. Счет еще не фатальный, всего лишь 2-3, и тут есть возможность выигрыша. Ну вот тут. Так, тут наши ребята идут по берегу. Ну и вот Су-100 очень даже умело простреливает тут такое пространство. Наверняка сейчас... Так, их, ну, двое здесь. Они, наверное, пройдут берегом. Так, что у нас тут творится на высотках? Хелгат. Я этим танком не играл, но тоже такой довольно какой-то на вид не очень привлекательный, но по свойствам пробития и возможности игры он, по-моему, тоже такой довольно-таки неплохой танчик, как мне кажется, если не ошибаюсь. На нем я не играл. Ну и вот. Ну да, вот
пробили нашу арту. Ну и теперь следующая арта под прицелом. Они сейчас его нагнут, мне кажется. Так, ну... Хелкет наносит уроны. Если еще один выстрел, по-моему, попасть хорошенько. Ну да, попали-то по нам, а мы хотели, чтобы по ним. Ну вот, по-моему, мы проигрываем. Так, тут берегом-то прошли? Нет. Видимо, не прошли. Ну что, сушка? Сушка, су-су-су. Вся надежда на вас и на этого танка. Я почему-то хочу их называть жучками. Давай, хватай флаг и отсиживаться там, пока не прибегут нагибаторы с другой стороны. Поищем, конечно, арту. Ну, по-моему, да, на правильном пути, оказывается. Угу. И это хорошо. А тем временем захват базы уже на 15 очей. Так, да, сейчас сверху, видимо, надо будет ждать соперников. Что, может быть, так выиграем, да? Что? 2 против 5. Пока они добегут сюда и пока попадут. Вот немецкий танк, ну, уже попадает. Так, тут не охранил, что называется. Так, хорошо, нагнул он его. Ну, так, теперь тот туда, а этот оттуда. Ну, давай, он подставляется. Да, отлично. Еще один выстрел, и его нету. Попасть правильно. Попади. Ну, блин. Ну ладно, мы проиграли. Итак, подводим наши итоги свечения с Кромвелем с руки Тадархана. Итак, мы получили поражение, но 4 танка высвечено. И в минус мы не ушли, все же в плюсах. Но результаты, конечно, скромные. Но с вами был Тадархан с Кромвелем, как со светлячком.